Доброе утро, дорогие путешественники! С вами программа «Куда и на чем?». Ну, зачем эта вся дурацкая болтовня, когда за моей спиной такой прекрасный вид на Эльбрус. Эльбрус на рассвете. И тем не менее, хочется рассказать немножко об этом маленьком путешествии. Итак, куда? Цель была отправиться вдоль берегов реки Эшкакон, дальше выйти к Гришкиной балке и спуститься к Медовым водопадам. На чем? На машине нас довезли из города Кисловодска до поселка Хасаут. Оттуда мы поднялись на плато Бермамыт и стали спускаться к руслу реки Эшкакон, вдоль маленьких ручьев, которые, собственно, ее и наполняют. Путешествие оказалось не таким легким, но не менее интересным. Первой обзорной точкой, конечно, была плато Бермамыт. Оно находится на высоте почти 2600 метров над уровнем моря. Высота отвесных скал достигает 170 метров. Отсюда открывается великолепный вид на весь Кавказский хребет, которым любовались здесь даже Лермонтов и Чехов. Это место привлекает туристов и фотографов, желающих сделать отличные снимки, особенно ночью и на рассвете. На машине можно добраться до самой верхней точки плато, но будьте бдительны и осторожны. Очень опасно подъезжать близко к краю и делать селфи над пропастью. На Бермамыт ведет множество дорог. Из Кисловодска вы можете поехать туда через поселки Илькуш, Кичибалык, Хасаут. Есть дорога через Учкикен. Вы можете легко попасть на нее, повернув в городе на первом светофоре налево. Можно поехать через перевал Гумбаши, свернув на грунтовую дорогу. Сразу за туристическим комплексом направляйтесь к Бичесынскому сырзаводу и плато Бичесын. С другой стороны, такая же дорога идет в нескольких километрах от долины Нарзанов. По всем перечисленным маршрутам обязательно нужно ехать на полном приводе и желательно двумя машинами. Конечно, можно поехать и на Окен, но удовольствия от этого вы не получите, особенно если пойдет дождь. Инфраструктуры здесь никакой нет, разве что хижина Уя и кофе-пропасть, поэтому в горах нужно рассчитывать только на себя. Если у вас и недопривод, то для вас самым простым маршрутом будет поездка до поселка Хасаут и 2-часовая прогулка на плато. Также от Хасаута на Бермамыт интересно подняться на велосипеде и через поселок Илькуш вернуться в Кисловодск. Итак, мы с Алексеем Пестрецовым миновали Бермамыт и стали сбрасывать высоту, спускаясь к верховьям реки Эшкакон. Прогноз погоды был благоприятный, но на горизонте сгущались тучи и сверкали молнии. Примерно через час
Мы уже шли под хорошим ливнем. Мы были готовы к дождю, но сложность похода усугубляла высокая трава и абсолютное отсутствие каких-либо дорожек, кроме кабаньих троп. Несмотря на наши плащи, капиллярная влага поднималась от ног до шеи. Нашей большой удачей стала находка заброшенного полуразваленного домика на бывшем Коше. Дождь не прекращался, и было принято единогласное решение о ночлеге в этом домике. Там был достаточно ровный уютный топчан, мы приготовили ужин и даже посмотрели пару фильмов на телефоне. Очень советую, несмотря на прогноз погоды, всегда берите с собой в горы запасную обувь, одежду, средства от загара и защиту от дождя. Высушить что-либо в такой сильной влажности, пока не выйдет солнце, практически нереально, а заработать гипотермию в мокрой одежде и вернуться домой очень легко. На утро было солнечно, путешествие продолжалось. Целью нового дня была не всем известная Гришкина балка, знаменитая своими карстовыми сталактитовыми пещерами и небольшими водопадами. Вдоль реки Ишкакон по навигатору до нее было около 15 километров. Мы должны были преодолеть их со средней скоростью, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Дорога оказалась сплошным фрирайдом. Как кузнечики мы прыгали с одного берега на другой, минуя отвесные скалы, то пробирались по высокой крапиве с борщевиком, то ломали ветки в густых чащах, то просто шли по реке, пока она позволяла это делать. Навигатор все время показывал какую-то призрачную дорогу вдоль реки, но ее там нет, это проверено. Мы шли от русла реки, и от впадающих ручейков и речушек вода в реке с каждым метром прибавлялась, благо с запасом воды проблем не было. Вскоре переходить реку нужно было уже по пояс, и это не приносило удовольствия. Пройдя по Ишкакону около 6 километров, было принято решение подниматься на склон в сторону опять нашего любимого Бермамыта. Угол наклона этого подъема требовал больших трудозатрат. Но забравшись наверх, вид открывшихся гор компенсировал усталость. Подъем еще не закончился, и оставался открытым вопрос, куда вообще мы выйдем. Справа через ущелье была гора, похожая на нашу, заканчивающаяся огромными зубастыми скалами. Слева тоже гора, более пологая, но уходящая в сторону от Бермамыта. Пройдя еще немного наверх, мы поняли, что удача и здесь была на нашей стороне. Мы вышли снова к заброшенному Кошу, и если бы опять шел дождь, возможно, мы бы снова рассматривали этот вариант для ночлега. Но мы шли вперед, и наша дорога шла прямо к западной части Бермамыта без каких-либо сложных перевалов. Алексей уже ходил по Ишкакону, но в осеннее время года, когда не было уже такой высокой жгучей травы, а вода в реке позволяла передвигаться по ней как по тропинке. Поэтому не хочется отбивать у вас желание пройти этот маршрут. Таким образом, путешествие от Хасаута до Хасаута заняло 3 дня и 2 ночи, пройдя пешком около 40 километров. Я называю этот маршрут «Большой Ишкаконский круг». С вами путешествовали Андрей Косарев и Алекс Пестрецов. Программа «Куда и на чем».